Буквы Е, Ё и Ж. В татарских твердых словах в начале слога буква Е произносится Е. Сначала и краткая, а затем короткая буква Э. В отличие от долгого «ы» в русском языке, татарское «ы» короткое «э». Она обозначена двумя точками наверху. Это условные знаки транскрипции «е», как, например, в слове «саер». Буква «е» в мягких словах в начале слога произносится мягко «е», как, например, в слове «егет». Если буква «е» стоит в середине слога, то она читается и произносится как короткое «э». Данный звук очень похож на звук в русском языке как в слове «экскурсия», перевернутый «э». Татарский вариант является коротким «э». Кибет, кибет. Если буква «е» стоит во втором слоге и в первом слоге стоит буква «э», то звук «е» уподобляется звуку «э», то есть произносятся они одинаково. Только. Смотрите, во втором слоге «е» стала похожей на звук «э», который стоит в первом слоге. Только. Это во всех подобных случаях в татарском языке происходит именно так. Следующий пример. Слово «түтін». Написано «түтін», читаем «түтін». Будьте внимательны при написании диктантов. Это касается школьников. В словах, заимствованных из русского языка, буква «е» читается так же, как в русском языке, как, например, в слове «карета». Давайте сравним и повторим. Сравните «е», «е», Следующая буква «ё». Она встречается только в словах, заимствованных из русского языка, и читается точно так же, как в русском языке, как, например, в слове «вертолет». «Ё», «вертолет», «вертолет». Буква «ж» встречается также только в заимствованных из русского языка словах и читается так же, как в русском языке. «Ж», «журнал».